На все Черноморское побережье обрушилась стихия, которую метеорологи назвали штормом века. В Абхазии основной удар пришелся на Гагру. Сейчас коммунальщики очищают первую береговую линию от песка, который принесло волнами. Горы песка, камней и водорослей с морского дна оказались прямо в домах, дворах и на площадях Гагры. Громадные волны смывали все. Шторм был настолько сильный, что сломалась бетонная опора на набережной, бордюры, отошла тротуарная плитка, а мусорные урны согнуло. Этот бак на 2 тонны воды просто сместился и застрял между 2 домами вместе с бытовой техникой. 2-тонный бак с водой. Нет, его забило между домами. Мы его сейчас порезали и вытащили. Стиральная машинка тоже там. Ну, почти газовая плита, ну все. Ваше все там получается? Все наше, все. И холодильник, и микроволновка, дочка, да. и ну, все, что стояло в кухне, все пострадало, все Вот они полностью. бежали помочь, чем Да, волна чем так била, ничем что не невозможно помог. было зайти. Это все наше, все переломанное, все. Наши. Дизель вот тоже накрыл, все накрылось водой. Вот здесь душевые комнаты, вот. Смотрите, здесь комната была. Все пробило. Все через крышу Все пробило. Сильно пострадала улица Терешковой. Она находится на первой береговой линии. Елизавета Варваштян рассказывает, что волны били в окна, затопило комнаты на 1-м этаже, а еще замкнула электропроводку. Последний сильный шторм, по словам местных жителей, был в 2007 году, но такого разгула стихии они на своем веку не помнят. И вот благополучно она сейчас зайдет сюда. Вот видите? И во двор пошла. И мы включили свет, и вода попала, и замкнул кондиционер тоже. Вот окно выломанное. Волной сюда, вот все там. Видите, оно как открылась форточкой, так и открылось. Прямо волны в окна били. Вы не представляете, вот это все вот сюда било. У меня даже видео есть, когда волна затекала сюда все. И вот здесь все, видите, вот все в воде. Все, видите. Ну шторм был, но мы не думали, что до такой степени он будет сильный. Такого не помните, да? Я не помню такого. Такого я не помню. Мы всю жизнь здесь живем, и я такого вообще не помню, что был такой шторм. Снесло летнюю кухню, шифер, а на 1-х этажах груды песка и камней, которые помогают убирать сотрудники местных муниципальных служб. Техника распределена, все муниципальные гуманитарные предприятия распределены по городу, по району, устраняют, скажем так, последствия. Вся техника задействована, работаем в таком штатном режиме повышенной готовности. Очень много обращений, очень много заявок после последствий. Технику распределяем по мере возможности там, где она крайне необходима. Местные жители буквально выкапывают предметы из песка, который сюда принесло волнами. Их высота достигала более 8 метров. Да, я не могла, раскапывала, А не как ты могла. раскопаешь? Это летняя кухня, да, которую вынесла. Вот эти шкафы все вот здесь посередине были. Это сейчас мы уже разгребли и установили. То есть вот здесь вот галька. Галька вот так стояла. Вот там даже уровень, видите. Вот это все галька была здесь. Это ребята помогли, вот выгребают. Затоплены были комнаты, честно говоря. Многие у нас здесь соседи, которые тоже пострадали больше, чем я, например, да. У нас, слава богу, в дом не зашла вода, так как он выше. То есть предки, когда строили дома, они знали, как строить. Выше дома. А те, конечно, которые на земле, везде зашла вода. Ну, ущерб я вам сейчас не могу как подсчитать. Слава богу, спасибо нашей администрации Гагрского района. Прислали нам ребят, которые помогают. Видите, кучи гравия, которые просто не то что по пояс, а даже по грудь в двор покрывают. Но это все с моря. Ну, бытовая техника. Единственное, что смогли спасти стиральную машинку.
холодильники плавали. Вот один холодильник вообще вода унесла, хотя он вот здесь стоял. Все заведения на набережной буквально смыло волной из-за чрезмерной близости к морю. Это кафе-бар «Абхазия». Здесь на днях должна была состояться свадьба. Ой, Господи. Получается так, что у нас владельцы летних кафе на набережной территории, они приняли весь удар на себя, нанесен колоссальный урон. Есть конструкции, которые сделаны витражами, то есть стеклами. Эти стекла все разбиты, оборудование попорчено, там холодильники, печи и тому подобное. То есть этот ущерб тоже сейчас подсчитывается. Там, где возведен новый объект, тоже подпорные стены поломаны. Так сейчас выглядит столовая «Чайка» и другие заведения на набережной Гагры. Чтобы устранить последствия стихии, уже второй день без отдыха в ливень работают коммунальщики. На месте находится глава администрации Юрий Хагуш и его заместители. По их словам, пострадала вся прибрежная зона от Гагры до села Алахадзы. Все ведется в штатном режиме, все службы выведены, все работают. Привлекли также жителей Гагры, которым не безразлична судьба города, тоже участвуют активно, помогают нам. После вчерашнего шторма волнами набросало здесь песок, волны до дороги доходили. То есть шторм был действительно большой, давно такого шторма Гагра не видела. Ну, по чуть-чуть будем справляться с последствиями стихии. У нас сейчас самое главное запустить водовод наш, потому что вчера затопило насосную станцию на втором подъеме Репруа. Там тоже сейчас производятся работы, воду откачали, моторы разобрали и начали просушивать это все. Кроме того, в некоторых районах города до сих пор нет электричества. Пострадала улица Абазга. Электричества нету в кое-каких домах, подвалы которых были затоплены и залиты щитовые. Сегодня уже вода ушла, где-то откачали, где-то она сама убыла. Будем включать. Я думаю, что к вечеру везде будет свет уже точно. Пострадали также здания районной милиции и парк Принца Альденбургского. В данный момент работы ведутся на всех пострадавших участках Гагарского района. Гугуца Вардания, Инал Гвинже, Абхазское телевидение.